Наши постояльцы, да, это большие дети. Да, у них у всех что? У них дефицит внимания, менталитет и восточную ментальность мы никуда не убираем, потому что она присутствует. Ну, как знаете, что старые никому не нужны. Вот, многие же теряют просто смысл жизни. Тут даже ничего изменить не получится. Алексей, ну вот само по себе я впервые услышала, да, дом для пожилых людей. То есть в моем понимании это синоним как дом для престарелых? Да, совершенно верно. Это именно в таком Сейчас так ракурсе, называют, да, дом для престарелых людей, для пожилых людей. То есть любую аббревиатуру можно как бы Кто-то применить. называет пансионатом. Кто-то называет пансионат. То есть это уже новая аббревиатура, да? То есть не как там советское время, там, дом престарелых. Ну, это же частная, да, организация, то есть не государственная, и как бы применяется вот такое название, чтобы не так резало ухо нашим постояльцам. Вот. А в чем разница государственного и частного? Вот сейчас я зашла, предположим, ну, смотрю, те же самые люди пожилые, да, ну, какие-то есть кардинальные отличия? Кардинальных отличий нет, то есть, да, все функционалы, весь он, в принципе, одинаковый подбирается, то есть, это уход, это наблюдение, то есть, единственная разница – это качество оказания тех или иных услуг, вот, и все. И более лояльные правила, если не учитывать сейчас карантинные, да, там, предосторожные меры, то более лояльно относятся в подходе посещение родственников, да, информирование родных о состоянии, о том, как проходит день. У нас есть своя там группа, да, где мы сбрасываем, что они кушают, чем они занимаются, какие у них прогулки, когда прогулки, чего в государственных ничего же этого не делается. Сколько лет существует ваш дом? Наш дом, он молодой, он новый, мы только в этом году его основали. Это дом. Так что мы с июня Сколько работаем. таких в нашей стране домов частных? Таких домов, отталкиваясь, да, там, статистики, что дает соцсети, интернет, в районе 85 домов. По Казахстану? Да, по Казахстану. В Алматы, то есть от 15 до 20. Это То те, есть которые я знаю. Статистика в общем домов престарелых? Да, да, да. Алексей, вот на сегодняшний день сколько у вас постояльцев, кто на постоянной основе у вас живет в этом? На сегодняшний день 26 постояльцев у нас. Дом, возраст 60 плюс. Есть у нас и 90-летние, да, есть и 65, ну, ниже 60 нет. Вот. Дом рассчитан на 35 человек, исходя из общей площади дома, который делится, в среднем идет там 6 квадратов на одного постояльца, выделяется спальное место. Вот у нас мы исходим из этих расчетов. Знаете, вот я просматривала статистику, изучала, да, и вот дома престарелых, точно так же, как и детские дома, вот перед вами именно снимали, у нас съемка была посвященная детским домам, и эта статистика, она растет, то есть как бы никак не падает, да, то есть количество людей, которые нуждаются вот именно вот в таких домах, нуждаются именно в посторонней помощи растет. Растет количество брошенных детей. Ну, вот я сама, как мама, как женщина, ну, не хотела бы оказаться даже в таком доме, предположим, когда мне исполнится 60+, даже, ну, если, не дай бог, я там приболею. Вы считаете, это все-таки какой-то моральный аспект нашего общества, что такие вот дома престарелых, детдома, их количество растет? Ну, детдома не могу сказать, а за дома престарелых давайте точно есть скажем, несколько составляющих, да, то есть менталитет и восточную ментальность мы никуда не убираем, потому что она присутствует. Также присутствует понимание, вот, что нужно для наших пожилых там, родителей, бабушек. Да, у них у всех что? У них дефицит внимания,
потому что жизненный темп сейчас очень быстрый, да, и даже если они проживают с внуками, с детьми, то внимания им уделяется очень и очень мало, потому что все быстро, все прибежали, поели, поспали на работу, и у них происходит дефицит внимания, общения дефицит. Здесь же они обретают своих каких-то друзей, свои какие-то там ценности, увлечения, и это гораздо лучше, чем он будет сутками сидеть дома самостоятельно. Это при том учете, если он, как говорится, полноценен и может самостоятельно себе покушать, разогреть, да, что-то может приготовить, еще если поубирать, то это в идеале. А к нам обращаются большинство, кто нуждается в дополнительном уходе, дополнительном присмотре. Потому что многие наши постояльцы, которые внешне вроде они как бы здоровые, да, пожилые люди, но психологически у них есть разного рода заболевания и отклонения. Допустим, те же память, когнитивные процессы очень явно выражены и очень страдают, что производит таким случаем, когда они просто уходят из дома и теряются. А кто их привозит сюда? Сами дети? Привозят родные, дети, внуки, сестры, братья, у кого есть, заботишься. Это не есть наказание или какой-то, не знаю, там, позор, что отвез родного в пансионат. Вот. Сейчас, к сожалению, так еще строится мнение, что это позор, если ты отдал там, своего родного, близкого в пансионат. Вот. Но на самом деле это убеждение ошибочное. Эти люди нуждаются в помощи, и они предоставляют им эти услуги. Да, то есть они здесь живут годами. Они вообще, да, рассчитаны на то, что они живут свою жизнь. И некоторые пациенты просто сейчас вот в связи с этим карантином мы не отпускаем домой, потому что он может поехать с кем-то там контактировать, да, и не дай бог занесут на отделение коронавирус, то это будет очень печально. Но до карантина, ну, 2 с небольшим. До карантина и вообще, чем мы, да, отличаемся вот и от государства, возвращаясь вопросы, что мы можем отдавать постояльцев на выходные там, когда родных есть время, они могут приезжать, забирать своих родителей, своих там, бабушек на выходные, они погостили. Но большинство потом сами постояльцы просятся обратно, когда вы уже отвезете. Хотя у некоторых даже есть, они просятся домой, но только приезжают домой, через там, буквально 2-3 часа увидели всех, и они просятся назад. Вы все-таки считаете, что здесь нет у нас какого-то упущения именно с моральной стороны, нет? Нет, с моральной стороны То есть вы нет. считаете, это нормально? Это нормально. Это нормально. Это нормально. Мое, допустим, стремление, да, создавать более комфортные, более многофункциональные пансионаты, чтобы там был и бильярд, и больше развлечений, и чтобы туда как бы приезжали уже самостоятельно пожилые люди, которые понимали, чем дома ему сидеть в одиночестве, так лучше ему находиться в таком центре, где ровесники, где общение, где забота. И никто плохого слова не скажет. Потому что не секрет, да, даже любимый человек, если это, но когда ты занят и у тебя мало времени, то ты иной порой бываешь там где-то грубо ответишь, вот, потому что тебе надо куда-то бежать, ты спешишь, ты не можешь уделить внимание, а это очень, они же как дети, пожилые люди, особенно вот наши постояльцы, да, это большие дети. Вы знаете, когда их взрослые дети, которые привозят сюда, предположим, пожилых людей, когда они были детьми, они за ними смотрели, теперь, наверное, ну как бы это же бумеранг, как вы думаете? Такой момент, наверное, все-таки присутствует? Я ничего против не имею таких домов, просто у меня как бы, ну, такой моральный аспект немножко все-таки. Но это цикл жизни. Цикл жизни. Детсад, да, там есть школа, университет, взрослая жизнь. А это как бы дом, уже где человек проводит свою, встречает свою старость и проводит здесь свою жизнь. Ну, как вы считаете, предположим, да, ну вот человек, который, предположим, родил детей, воспитал их, да, вырастил, приходит какой-то период жизни, он уходит на пенсию. Вот прежде чем привести
предположим, бабушку, дедушку, маму, папу в дом престарелых, да, его нужно как-то морально подготовить, как вы считаете? Нужно объяснить, куда мы тебя везем, где ты будешь жить. То есть, как бы, да, ну, человек же понятно, что он никогда не жил, предположим, вне дома, и вдруг он попадает, и это становится его местом постоянного проживания. То есть морально, наверное, как эти Морально, если человек осознает реальное время, в котором он находится, да, то они так и делают. Они рассказывают, они приезжают, вместе с ними смотрят. То есть не бывает таких случаев, что взяли, привезли и оставили. Да? То есть если это вполне здоровый человек, адекватный, то они приезжают, смотрят, они ходят, смотрят, где он будет жить, что он будет кушать, где он будет принимать банные процедуры, все, они знакомятся с сотрудниками, со штатом нашим, да, общаются. Потом мы им говорим, даже когда они, мы как бы согласны, нам нравится, я даю им время, говорю, вы поедете домой, переспите с этой мыслью, вот, и потом уже приезжайте на заселение. Дети-то у меня умерли, а только внуки остались. Надежда Васильевна, это ваша комната? Да. Здесь живете 3 человека, да? у меня. Это ваша кровать. Мгм. Можно присесть? Можно. Как с давлением? Нормально уже. У меня- Нормализовалась маленько. У нее иногда бывает 160, 150. Ардақ, Да. медсестра медбикесіз ба? Я медбикен. Қанша болды мына жақта жұмыс істеп жүргеніңізге? Уже жарты жылдай болды істеп отырғаныма. Қиын емес па моральдық тұрғыдан? Жоқ, енді кішкене қиындығы бар, бірақ енді үйреніп кеттік, өзіміздің таңдаған мамандығымыз, өзіміз таңдап келгеннен кейін уже шыдап істеуге болады. Бұл кісілер жақсы, тыңдайды бізді. С давлением. Ну вот сейчас давление 140 у вас. Ну, нормально. Нормально, я. Ну, вот хотела бы вам один вопрос задать. Вы вообще, когда были помоложе, скажем так, да, вы свою старость как-то представляли? Какая же у меня старость будет? Мне некогда было. Некогда было. У меня дети были, я одна работала, мне некогда было думать о старости. Это я уже осталась вот только одна, совсем. Дети умерли, вот остались одни внуки, правнуки. Ну, как вы знаете, что старые никому не нужны. Вот. Ну, я пришла, ничего, мне нравится здесь. Хороший персонал, уход. А что старому человеку надо? Поел, поспал. Внимание. Внимание, да. Развлечение идет. Ну, нормально, как обычно. Гуляем. Вот. Под присмотром, в общем. Но мы и должны под присмотром быть. Мы уже в возрасте люди. Вот. Поэтому мне уже 70. Ну, не все же таким здоровьем обладают. Есть слабые люди. Уход большой тоже надо. Внимание. Это хорошо, что такой дом есть, как говорится. Алексей, вот на вашей практике, предположим, бабушки, дедушки, когда приезжают вот в дом престарелых, да, какие личные вещи они с собой привозят? Скажем так, дорогие сердцу, да, но понятно, что у вас здесь все условия, есть постельное белье не нужно с собой привозить, полотенце. Вот помимо зубной щетки, скажем так, да, что они еще? Может, какие-то фотографии детей, внуков, то, что всегда должно быть рядом с ними. Были какие-то такие вот? Ну, есть у нас такие постояльцы, да, которые привозят с собой фотографии, привозят с собой там Кровать часы, ставят? допустим, да, ставят у кровати. И большинство, хоть мы предоставляем там постельные комплекты, но некоторые привозят свое домашнее.
Вот они привыкли там спать на этой подушке, да, и укрываться этим одеялом, ну, без проблем, мы как бы не ограничиваем, привозите. Хочет он 2 подушки, чтобы у него было, без проблем привозят. А так в основном это стандартные комплекты одежды, там 3-4. А есть кто-то положил съемные. прикроватные тумбочки, фотографии какие-то держатся? Есть у нас есть здесь, проживает семейная пара, муж и жена. Вот они отдельно в комнате. Дети для них там оборудовали как домашние. Кресла привезли домашние, телевизор им поставили свой индивидуальный. Вот, стол привезли свой домашний с этой скатертью, там, с фотографиями. То есть все организовали у них как То есть дома. для вас все сделали, только живите Да, вне да, дома? да. Потому что дети не успевают просто. Потому что давайте не забывать, что пожилые люди — это какая модель поведения? Это потребительская модель поведения. В большинство случаев. То есть они созидать уже как бы не хотят. Ну, как дети. Только дай, надо, хочу, буду, не буду и все. Поэтому вот они максимум там устроили им домашние условия. Но зато они знают, что они под наблюдением, что они поедят, что у них постоянно мониторинг состояния здоровья, да, там те же скачки давления. Вот, потому что если мы говорим о заболевании такой, как деменция, да, то оно прогрессирует, если скачки давления происходят, и они неконтролируемы, то есть да, не стабилизируются, то это заболевание прогрессирует еще быстрее. Вот. Ардақ, енді сіздің өзіңіздің ата әжеңіз үйде ма жоқ әлде? Иә, өзімнің ата әжем қайтыс болып кетті. Мамам жағынан бабушкамыз бар, апам. Ол әжеміз енді өзінің ең кенже ұлының қолында тұрады. Кәдімгідей осы кісілер сияқты өз үйінде жүрген жақсы олар, конечно. Шөберелердің ортасында дейсіз ғой. Потому что біз каждый енді демалыс күндері өзіміз апаны көріп кетейік деп барамыз, амандасамыз. Ол қуанып, кәдімгідей риза болып қалады. Басының жастық жағына конфеттерді қойып қояды. Біз келеміз, бір-бірден конфет береді, күтіп алып, сондай қуанып кетеді. Әрі апалар, әжелер өз үйінде болса екен деймін да негізі. Потому что оларға өзінің баласы, өзінің немересі, өзінің үйі жақсы да. А мына жерде, конечно, амал жоқтан алып келеді, өздері қарауға уақыттары болмайды, сондай. Содан кейін Қара шаңыраққа жетпейді дейсіз иә, ғой. әрине, өз үйіне, өз қара шаңырағына жетпейді. Потому что бұл жерде енді біз қанша жерден жақсылық жасап тұрсақ та, бәрібір өзінің баласының несіне жетпейді, мейіріміне. Сағынып отырады. Көбісі үйлеріне барғысы келеді, бірақ алып кетпейді ондай. Бұл жерде көбісі кейбір адамдар бар, өздері тамақ іше алмайды. Сол кезде жаңа қарап жүрген адамдар, тәтелер бар. Олар өздері тамақтандырады, өздері жуындырады, киімдерін таза киіндіріп, үтіктеп, осылай не істеп жүреді. А менің бұл жерде нем, только сол дәрілерімді беремін. Назначение болады, укол системасы. Қан қысымын көрсетесіз. Иә, Қан қысымын тексересіз. Күніне 3 уақыттан тексереміз, температурасын тексеріп жүреміз 2 уақыт. Балалар жиі келіп тұра ма? Жоқ әлде мүлдем келмейтіндей балалар? Мүлдем келмейтіндер бар. Мына кісінің только немересі қалған. Немерелері көп келмейді, только звондап қана бір жағдайын біліп тұрады. Кейбір апалардікі аптасына 1 рез, 2 резден келіп тұрады. Олар енді действительно мамасын жақсы көреді да енді, бірақ үйінде қарай алмайды. Сол үшін олар қайта-қайта звондап, видео отчеттар сұрайды, фото отчеттар сұрап отырады, жіберіп отырамыз. Киімдерін жібереді, дәрілер бітіп қалады, дәрілерін әкеп береді. Олардың бәріне өзім қараймын, дәрісі уже бітіп жатыр деймін. Жазып қоямын, WhatsApp-ына алып келіп береді солай. Қандай тілек айтар едіңіз? Осындай үйлер азайсын ба? Иә, бұндай қарттар үйі, сосын бөпелер үйі сондай азайса екен деймін да, өйткені қарттар өзінің балаларының, немерелерінің қасында болғаны жақсы да. Бізде негізі қарасақ кейде жылағымыз келіп кетеді, бұл кісілерге қарап жанымыз ашып кетеді. Өйткені біз өзіміз ата-анамыз өз үйлерінде мен ешқашан бұндай жерге өткізбес едім.
қайта бұндай жерлер аз болса екен деймін да, енді наоборот көбейіп жатыр ғой қазір, частный көп Қазақтар ашылып көп жатыр. па? Қазақ апалар көп, иә. Қазақ апалар да и орыс кісілер де көп, екеуі бірдей. Еур апамыз да бар, қырғыз апамыз бар. Көп қазір мұсылман не дегенге уже бөлмейтін болды ғой. Наоборот, қазір бұл жер андай бір мода сияқты да, осындай жерге әкеліп жатқызып қойдық деп айту қазіргі заманға сол жақсы сияқты көрінетін сияқты өздеріне. Мен ондайға жоқ. А бывает же совсем другие обстоятельства. Я это знаю, как говорится, все. Ну, ничего, выучились, замуж вышли, родили. Ну, а дети у нас сейчас другие. Дети живут уже по-своему. Это они все стараются отдельно жить, и все, как бы сказать, родители уже им как бы помеха. Потому что они, как сказать, самостоятельность, да, и жизнь другая. Они понимают это совсем по-другому, как мы росли. А кого могут не взять в дом престарелых? Ну, могут не взять, это если социально опасно, если там психиатрические какие-то такие, как шизофрения, да, то есть мы таких постояльцев не берем. Вот, если они стоят на учете в психдиспансере, то мы тоже их, к сожалению, или даже к счастью, наверное, мы их не берем. А вот, предположим, когда наблюдаешь, если за границу, да, то есть пожилые люди там, они, может быть, они как бы в возрасте, да, 60 плюс, 70 плюс, даже 80 плюс, очень часто видишь, но с такими огромными фотоаппаратами, путешествуют, могут свободно передвигаться там, с самолета в самолет, да, там, а вообще о доме престарелых речи быть не может. Вот, но в нашей стране, как бы, вот, в нашем случае, конечно, все с точностью наоборот. Как вы считаете, как специалист, как психолог, как профессионал, который работает, да, вот в этой сфере уже не один год, в чем причина? Почему у нас качество жизни людей 60 плюс резко снижается? И сравнить очень сложно. Как бы этот вопрос вообще надо задавать выше. Почему Ну, на ваш взгляд, с почему человеческой уровень точки жизни? зрения, почему? Ну, во-первых, уровень жизни, да, как вы сказали, уровень жизни совсем разный. А во-вторых, вот это наше неумение любить себя. Неумение любить себя. То есть, да, начиная там с самого раннего возраста, у нас уже не учат и как любить себя, как жить своей жизнью. Я вот с точки зрения как психолог, я могу сказать, что мы же проживаем, и большинство проживает не свою жизнь. Родители проживают жизнь детей. Эти дети подрастают, проживают жизнь своих детей. И вот такой цикл идет, да, а если человек находится постоянно в этом, это, можно сказать, негативные переживания, негативные чувства, что ты живешь, что ты заботишься, постоянно переживаешь. Вашим детям уже 40-50, а ты все равно переживания, постоянно в этих заботах. И, конечно, это сказывается на психоэмоциональном состоянии, да, и потом вот эти все, ни для кого не секрет, что все наши психологические там эмоции и чувства, которые мы переживаем, рано или поздно они перерастают в психосоматические заболевания. Все же говорят, что болезни от нервов. Вот. А когда человек любит себя, умеет жить, он не созависит, да, там у него нет вот этой гиперопеки, а здесь, к сожалению, эта гиперопека, она отслеживается на всех этапах жизни. То есть и мы, получается, да, я прослеживаю, я же помимо этого говорил, я работаю с зависимыми людьми. И вот эта гиперопека, спасать, помогать, это является наоборот не помощь, а поощрение болезни. Когда вот спасают зависимого человека, это поощрение болезни. Потому что он, зависимый человек, расслабляется, и все, ему за него думает. Ну а этот
человек, который всех спасает, о всех заботится, а он потом рано или поздно приводит свое истощение, ресурс. У нас же у каждого есть ресурс свой, да, который мы можем там, и эмоциональный, и физически испытывать и использовать. И вот мне кажется, что мы очень часто свой ресурс отдаем не туда. Отдаем не туда, и это производит к быстрому старению, к иссякой энергии, жизненной энергии. Вот. Многие же теряют просто смысл жизни. Вот вы говорите, в Европе она с фотоаппаратами, бабушка, да, 70 лет, она только начинает планировать свое там путешествие, то люди, которые проживают не свою жизнь, им уже в 70 уже надоело жить. Вот. А когда психологически человек устал жить, то и физически потом уже проявляется разного рода заболевания. Какая большая сложность была самая вот в вашей работе? Самая большая сложность, это, я вам скажу, это персонал. Работа нелегкая, работа тяжелая. Вот. Не каждый сможет работать. Вот. Это, во-первых, нужно, чтобы у человека было призвание. Призвание, да, чтобы он относился с эмпатией к этим людям. И у меня одно из требований, когда я беру новых там, нянечек, да, санитарок, вот, чтобы они относились как к своим бабушкам, как к своим родителям. Вот. И это одно из самых таких актуальных вопросов. Персонал, чтобы добросовестно выполняли свою работу. То есть вы согласитесь, да, с тем, что дом престарелых – это хорошее место для пожилых людей? Да, я на 100% могу согласиться с этим мнением. Гораздо лучше, уютнее и теплее, чем дома? Ну, я не могу сказать за всех условиях, кто в каких проживает. Да, может дома теплее, но именно в плане эмоционального, вот, что сейчас родные не смогут оказать столько внимания и заботы, как в доме, в пансионате для пожилых людей. Предположим, сегодня для того, чтобы снять, да, постояльцев, мы не можем свободно сделать съемку, поскольку очень многие против. Да, вы сказали, там, дети не хотят, чтобы афишировали, их родители показывали, либо сами бабушки, дедушки тоже не хотели бы, чтобы как бы, их лица показывали. То есть эта проблема, значит, все-таки существует, да? Проблема Что существует и актуальна, да. да? Не хотят афишировать. Многие даже не говорят своим родным. Что Да, они родители привезли. да, что они родителей привезли, потому что будет осуждение, будет какое-то нравопоучение. Но когда я говорю, а вы отвезите родным свою маму, там, бабушку, отвезите, пускай они за ней там сутки-двое поухаживают. Да, когда мы говорим о человеке, которого деменция, которого прогрессирует деменция, да, который теряет ориентацию в пространстве, у которого проблемы с когнитивными процессами, то даже сутки-двое очень тяжело с этим человеком. Да, но есть ведь и абсолютно здоровые приводят в дома престарелых. Процентное соотношение очень низкое. Абсолютно здоровые находятся дома. Абсолютно здоровые. То есть мы возвращаемся к европейским, да, там, практикам и стандартам, то еще не пришли к тому, что в пансионат можно идти абсолютно здоровым, за общением, за просто интересом каким-то, вот, чтобы не сидеть дома. А вот на ваш взгляд, как профессионал, что вы бы предложили или сделали для того, чтобы вот, домов престарелых стало меньше, чтобы люди в возрасте, в пенсионном, да, в пожилом, чтобы их качество жизни стало лучше гораздо, улучшить это состояние? На ваш взгляд, что нам нужно сделать? Что нужно сделать? Делать нужно было гораздо раньше, да, начиная от тех, где наши институты семьи. Этого ничего нет. То есть как себя готовить к старости. Нужно себя подготавливать, чтобы потом не было удивления, что ой, раз, как она так быстро старость пришла там, да, и я, оказывается, никому не нужен. Вот. А если это
подготавливать себя, то есть понимать, что этот процесс неизбежен, старение, это неизбежно, да. И почему я буду? Я лично уже как бы сам себя готовлю, потому что я не хочу обременять своих детей, своих внуков, вот, чтобы они за мной смотрели, там, ухаживали. Зачем? Вы же сейчас ухаживаете за детьми, заботитесь о них. Ну, так это они вырастут и все. 18 лет, я им скажу, до свидания, счастливого пути, Вы бы не ваша хотели жизнь. в кругу внуков сидеть вместе каждый день? Ну, они могут приезжать, здесь для этого вот такие центра, куда могут приезжать, да, сейчас зимнее время, как бы прохладно, а летом, весной, осенью территория позволяет, приезжают с внуками, общаются, вот, без проблем, приехали, пообщались. Просто давайте будем честны, что сейчас-то не очень и сидят с бабушками, с дедушками. Это может где-то там таких поселениях, там селах, да, там более как-то сплоченный и ритм жизни совсем другой. А здесь сейчас в чем сидят? В телефонах сидят. Я помню свое детство, да, у нас Ну, детство детство. было с бабушкой, да, пирожки бабушкины, то есть как бы классическое детство. Каждый день родители на работе, я с бабушкой, с дедушкой, предположим. Ну, а сейчас детей не заинтересуешь бабушкой. У них сейчас телефоны, гаджеты, а что-нибудь сидеть, а пожилые люди, наоборот, это чувствуют себя одинокими. Даже в окружении они понимают, у них там 5-6 внуков, вот, но к ним домой там редко кто приезжает на выходные. Потому что все заняты своими проблемами, вопросами, развлечениями. Вот. И тут даже ничего изменить не получится. Да, мы живем сейчас в таком социальном времени, то есть и пытаться что-то менять, есть круг влияния, есть круг забот. Да? Вот повлиять мы не можем это время, там, в котором мы сейчас находимся. Единственное, просто думать наперед, думать о себе, заботиться о себе, чтобы, да, чтобы ты до там, поздних лет своей жизни ты находился на самообслуживании. А у нас здесь, я еще раз повторюсь, что у нас те люди, которые сами себя обслуживать уже не могут. То есть за ними надо обязательно контроль, уход, покормить, принять душ, ванну. Вот если вы будете себя, да, там, до 90 лет сами обслуживать, то, конечно, вам и пансионат, в принципе, может и не нужен. Уход хороший, все хорошо. Лечат. Құдайға шүкір, ұрып жатқан жоқ, ұрсып жатқан жоқ. Барымызды істеп, біздің бала шағамыз сәнденіп отырмыз. Да. Все шикарно выглядите, умытые, такие ухоженные, красивые такие женщины. Да. Очень. Вот женихов только нет. Все, в следующий раз мы вам привезем женихов.